что вы заканчивали? Я говорю, у меня музыкальное самообразование. Они смотрят на меня и понимают, что вот Полина – это Казахстан. Она своим голосом задевает душу взрослого поколения, у которых эти песни, это были юношеские песни. Все время немножко на фоне была мысль такая, неужели никто не перевел на казахский? көбіне мындай бір стереотиптер жүреді, өнер адамдары мысалы тұрақсыз деген сияқты, бірақ Полина ханыммен жұмыс істеу өте оңай. Понабравшись опыта, я понимаю, что это очень сложная музыка. Она поет на разных языках, и даже когда она поет казахские песни в аранжировке бразильской босса-новой. Это английский, русский, испанский, итальянский, французский был. Иногда ты какие-то вещи можешь просто интуитивно чувствовать, а потом оказывается, что это совершенно верно, совершенно правильно. Я родилась в Астане. Мои родственники по линии отца были одними из первых поселенцев в городе. И у нас даже сохранилось свидетельство о рождении прадедушки моего от 1917 года. И в Акмолинске он родился. Я училась во второй школе на правом берегу, в таком центре старого города. Я помню вот этот поворотный момент, когда мне стало интересно. У меня появились подружки там, когда стало как-то весело, интересно, забавно. Я вот с удовольствием прям так начала ходить. Я занималась вокалом, наверное, класса, до 7-го. Прям так регулярно, постоянно я ходила. Это была очень важная часть моей жизни такой, потому что постоянно были какие-то выступления, президентские елки, огромное количество выступлений. А в 5 классе я, получается, в 12 лет, я начала играть на гитаре. Тоже такой, с одной стороны, случайности, с другой стороны, закономерности. Получается, музыкально я выросла на бардовской песне, что тоже так весьма нетрадиционно, потому что мои ровесники, на самом деле, мало очень кто интересуется этой музыкой, мало кто знает. Мне кажется, это очень сильно наложило отпечаток на мою музыкальную карьеру, на мои вкусы особенно, потому что бардовская песня – это, конечно же, тексты, это смыслы, это всегда про глубину, про содержание. И до сих пор я очень ревностно отношусь к текстам и к смыслам вообще в музыке. Очень много для меня значит контекст, очень культурный, исторический, социальный, да, там, контекст авторский, кто это написал, в какой период, зачем, почему и так далее. Позже появилась босса-нова бразильская. Ну и, конечно же, казахская народная музыка, песни всегда присутствовали. Но это интересно, потому что я ведь не осознавала, я всегда находилась в контексте, то есть всегда в школе были казахские народные песни. Но они вот просто были, и все. И, естественно, по-детски не вникала, что это, про что это, почему. А потом, со временем, я всегда это визуализирую и вижу как такую воронку, которая начинается как-то с широкой окружности, и потом становится все глубже. А также и мое восприятие казахской народной музыки менялось, потому что, не знаю, там в школе, наверное, там, может, в 7-8 классе, да, там, для конкурса для абаевских чтений я выучила Кузьмин Карасы, и спела ее как-то, как спела, так спела. А потом, со временем, вот это мое осознание всей глубины этой песни, значимости, текстов, да, там каждого слова, оно углубляется и углубляется. Потом в какой-то момент, когда я начала работать с музыкантами, с народниками, кто играет на казахских народных инструментах, для меня вообще открылась какая-то совершенно другая глубина, потому что с этими ребятами я могла поговорить, я могла спросить у них что-то, а почему так, а инструменты, и звучание, и совершенно другая глубина какая-то открывалась в этих песнях. Я до сих пор безумно люблю коммуницировать, взаимодействовать. Да, я даю концерты казахской народной музыки. Конечно, синдром самозванца очень сильно в такие моменты, такой внутренний критик пробуждается, типа, как ты можешь? Есть же люди, которые знают гораздо больше тебя, но на самом деле я
когда исполняю народные песни, я их интерпретирую, во-первых, потому что я играю на гитаре, то есть это мой основной инструмент, и он, конечно, накладывает отпечаток в манере исполнения этих песен. Они звучат по-другому, и я всегда... Это, получается, такая призма моего восприятия этих песен, этой музыки. Кстати, я совершенно недавно узнала, что в традиции исполнения народной музыки, кюши, допустим, они исторически так было, потому что культура передавалась в основном в устном формате, способ сохранения культуры был такой. И кюши всегда перед исполнением кю объясняли, что это за произведение, о чем оно, кем оно было написано, то есть вводили в контекст. А вы знаете, я поняла, что я интуитивно всегда делала так же. Мне хотелось, во-первых, поделиться тем, что я сама узнала, и хотелось немножко слушателей ввести в этот контекст. А оказалось, что это совершенно соответствует канонам. И я за это обожаю музыку, потому что иногда ты какие-то вещи можешь просто интуитивно чувствовать, а потом оказывается, что это совершенно верно и совершенно правильно. Меня даже спрашивают иногда: вы понимаете, о чем вы поете? Конечно, понимаю. Во-первых, потому что я всегда, опять же, возвращаемся, я выросла из бардовской песни, и для меня всегда было критически важно понимать. Знаете, иногда бывает песня на русском языке, я ее пою и не совсем понимаю, о чем она, потому что там я ее пою и понимаю, что здесь есть какое-то двойное или тройное дно, там есть какие-то смыслы, которые я могу либо прямо сейчас не понять, либо с течением времени они как-то углубляются, и ты там с возрастом, с жизненным опытом понимаешь, да, что меняется содержание. Также здесь, конечно, я всегда спрашиваю. Благо дело, вокруг меня очень много людей, которые мне помогают, консультируют, подсказывают, если мне нужен перевод, если мне нужна какая-то помощь с произношением. Я всегда спрашиваю, говорю, а вот здесь там, что хотел сказать автор, если я там, допустим, да, я играю песню Дударай в таком немножко кантри-стиле и в таком гораздо более позитивном ключе, чем она обычно исполняется. И есть такой порядок, несколько таких песен, и я, допустим, спрашивала у ребят, говорю, если я ее играю так, это нормально, потому что по ощущениям я чувствую, что это нормально. А традиционно она исполняется в другом формате. Я говорю, здесь нет ничего, допустим, в контексте, может быть, которым я поверхностно не ощущаю, может быть, там есть что-то такое, что будет неуместно. И очень классно, что ребята всегда дают обратную связь, помогают. Аранжировка этой песни родилась у меня таким образом, что я всегда слышала, как она исполняется, но ко мне эта песня пришла через музыканта родом из Америки. Он работал здесь, в Казахстане, учился играть на кобызе, и мы общались, взаимодействовали, и я не знаю, просто в моменте у меня появилось ощущение, что я хочу эту песню сыграть, он играл на скрипке, я хочу эту песню сыграть вот с ним на скрипке. Получилось такое совершенно типичное американское кантри, в котором просто великолепно звучала скрипка, и позже, конечно, мы добавили туда Each Again, и получился такой микс абсолютно и гитары, и народной музыки. И, в общем, мне кажется, это абсолютно отражение моего какого-то музыкального мира. Мариям жагор деген орыс қаза 16-17-ге келген кезі қазаққа дудар деген ғашығы болып сондағы Мариямнан айтқан сөзім Тыңдарар едім, бір сен үшін тудым Шіркін ағай дударар едім-ай Ондағы Мариямнан өткір қайшы Қағазға Мариям аты жазылса қайша Құр болып бір жаманға кеткенім ше Алдымнан қазылды кір табылсайшы
bir sen üçün tuğdum, şarkınay dudarari durdum ay. Мне кажется, еще один из поворотных таких моментов в контексте моей какой-то узнаваемости – это видеоклип на песню «Көзімнің қарасы». Көзімнің қарасы, көңілімнің санасы, бітпейді іштегі ғашықтың жарасы. Тоже такая потрясающая история. У меня никогда не было цели снять клип непосредственно на эту песню. Это было предложение моего друга, который слышал эту песню в моем исполнении и сказал, говорит, давай я тебе сниму клип. Я тогда в тот момент вообще не знала, на что подписываюсь, и это удивительно, что нам удалось снять в один из последних теплых дней осенних в Астане. И получился такой клип с видами города. И есть очень много людей, которые до сих пор говорят, я знаю вас, вы же поете, вы же Полина, которая поет «Көзімнің қарасы». И я всегда так благодарна Даурену за нашу дружбу и за это его предложение, потому что, по сути дела, в тот момент у меня даже записи не было этой песни. И благодаря его предложению я записала аудио, и мы сняли клип, который до сих пор существует. И мне кажется, получился такой какой-то как манифест такой любви к городу, потому что это видео вышло уже больше 10 лет назад, но оно фиксирует очень хорошо Астану, какой она была в этот момент, какой я была в тот момент. И опять же фиксирует мое исполнение этой песни в данный момент. Первая встреча вообще с творчеством Полины Тыриной, нашей любимой Полины Ханым, произошло в 2017, наверное, году или 2018. Это произошло на просторах Ютуба. Наткнулся на такое видео актуальное. Русская девушка поет песни Абая Кунанбаева. И решил посмотреть, послушать. И сразу скажу, что очень сильно зацепило то, что игра на гитаре. Я люблю очень творческих людей, особенно тех, которые умеют исполнять что-то на музыкальных инструментах. И сразу как-то проникся этой песней и ее именно исполнением, именно ее подачей. На просторах наших соцсетей наткнулся на такую рекламу о том, что она проводит свой сольный концерт. Решил перейти по ссылке, посмотреть. И узнал нашу самую любимую Полину Тырину, что это именно ее аккаунт. И в какой-то момент, просто я не задумываясь, покупаю билеты в Астану на ее концерт. Покупаю билеты в первом ряду, прямо напротив нее, на ее живой концерт «Вечер казахской музыки». Это непередаваемое ощущение, когда ты приезжаешь на концерт не самых известных исполнителей, а именно на концерт того человека, которого творчество тебе казалось немножко, скажем так, недосягаемо, потому что увидеть человека в Ютубе один раз и потом попасть на его концерт, это многого стоит. Лично на концерте я познакомился с Полиной Ханым, и скажу свои впечатления для меня. Она мне показалась человеком, который не играет в роли, а является самим собой. Очень приятный человек, очень открытый, и она излучает, наше казахское гостеприимство в ее интонации, в ее исполнениях. Ощущение такое, как будто ты попал прямиком в детство, когда мы слушали все казахские песни по казах-радио или нам пели бабушки. А к ее творчеству я потом немножко проникся чуть больше, и очень сильно зацепило еще то, что она поет на разных языках. И даже когда она поет казахские песни в аранжировке бразильской босса-новой, это что-то новое, это такой, лайв, какой-то перформанс. Очень приятно, что у нас в Казахстане есть такие исполнители и такие талантливые исполнители, разносторонние люди, которые не только хорошо поют, но еще и знают много языков и исполняют на этих языках. Босса-нова в моей жизни появилась
совершенно случайно я просто услышала, я услышала песню «Девушка с Ипанемы» и просто поняла, что я хочу играть так же. Я вот ничего не понимаю, я не знаю, как это нужно играть, я ничего не понимаю на португальском языке, но просто само вот это звучание, мне хочется, чтобы эти звуки из меня выходили. И постепенно вот через YouTube я начала вот так просто смотрела, что ставят они, также ставила я. Сейчас, оглядываясь назад, это очень интересно, потому что уже как бы понабравшись опыта, я понимаю, что это очень сложная музыка. И даже сейчас я работаю с профессиональными музыкантами, и уже я им что-то рассказываю про боссанову, говорю, вы знаете, что вот это. Это, конечно, очень интересно. Мне всегда было интересно, есть боссанова, это музыкальный жанр, который появился в Бразилии, приобрел всемирную популярность, и многие песни боссановы признаны джазовыми стандартами. Есть такое музыкальное понятие стандарт, то есть как в литературе классическое произведение, так и здесь такое какое-то произведение, которое широко, значимость которого широко признается, и оно очень популярное. И стандарты боссановы многие переведены на разные языки. И я знала переводы некоторых песен на русском языке, на английском. И мне всегда это казалось интересным, потому что вот есть песня, я и пою ее на португальском, а потом, раз я нашла русский текст, пою на русском, и здесь совершенно другая степень восприятия, другая ритмика языка, другая мелодика какая-то, да, там соотношение гласных, согласных, звуков другое. И все это уже по-разному слушается, воспринимается. На протяжении многих лет я исполняла там. Были переводы, я находила там, допустим, есть песня «Девушка с Ипанемы», да, я там в разные периоды, там, переводы на 5 языках, там, это английский, русский, испанский, итальянский, французский был, и всегда меня это удивляло. И все время немножко на фоне была мысль такая, неужели никто не перевел на казахский? Как вообще это будет звучать на казахском языке? Потому что, португальский, казахский, были мысли, что, а возможно ли вообще это, насколько возможно ритмически, да, перевести, сохраняя смысл, сохраняя темп, сохраняя вообще в целом ощущение песни. И, знаете, вот первый шаг, как обычно, самый сложный, потому что я просто написала моей хорошей подруге и знакомой поэтессе Наргиз Макраевой и предложила: Наргиз, а ты не хочешь попробовать перевести текст на казахский язык? Она с легкостью согласилась и очень быстро сделала такой первый черновик перевода. Кезінде мен ол кісіге жазылған едім. Ол кісінің «Көзімнің қарасын» әнін өте әдемі орындағаннан кейін сол кезде ол кісі өзіне көмекші іздеген кезде сол кезде сөйтіп танысқан едік. Бірнеше жыл ол кісімен бірге жұмыс істедік. Кейін ол кісіге мен жаңағыдай көп дүниені кәдімгідей мәтіндерді аударып жүрдім, орысшадан қазақшаға деген сияқты. Мысалы көбіне мындай бір стереотиптер жүреді, өнер адамдары мысалы тұрақсыз деген сияқты, бірақ Полина ханыммен жұмыс істеу өте оңай. Яғни мен өз жұмыс тәжірибемде жұмыс істеген ең күшті кісілердің бірі, өйткені ол кісі нақты уақытымен бәрін тиянақты жасайды. Одан кейін қазақ тіліне, жалпы барлық тілдерге деген өзінің ерекше құрметі бар. Ол кісі тек қазақ тілінде емес, бұдан бөлек 11 тілде ән айтады ғой деймін. Сол барлық тілде ән айтқан кезде барынша дұрыс дыбысталуына, сөздердің дұрыс айтылуына көп мән береді. Мағынасына да көп зер салып, сосын барып сезініп дұрыс айтатын әншілердің бірі. Сол үшін менің ол кісіге деген құрметім ерекше. Так в моем репертуаре появилась боссанова на казахском языке. Я безумно горжусь этим проектом, потому что он объединяет в себе действительно все, что я считаю такими фундаментальными ценностями творчества и искусства. Потому что, с одной стороны, это бразильская музыка, Бразилия, да, которая находится вообще просто на другой точке планеты. Это казахский язык, это такое сотворчество. И даже мы использовали
Обложка этого сингла — это работа... Дайте я покажу, это интересно. Обложка этого сингла — работа бразильского художника. Но фотография была сделана казахстанским фотографом Ольгой Тардановой. На этой фотографии я действительно в национальных украшениях, и там действительно это вот такая была фотография. Но он ее переработал вот в таком вот абсолютно бразильском духе, бразильском настроении. То есть цвета и формы — это его уже художественное такое решение. И для тех, кто немножко знаком с визуалом бразильским, это сразу же читается. И здесь такой абсолютный микс. Мне безумно нравится, что мы сохранили здесь именно украшения. И вот это тот самый микс, когда через музыку, через искусство мы сближаемся. И сейчас у меня очень много слушателей из Бразилии, которые я в своих социальных сетях очень много рассказываю про казахстанцам про Бразилию, а бразильцам про Казахстан. И они очень удивляются, так говорят: да, Казахстан, надо же, у вас так интересно. Мне удалось побывать в Бразилии. Это было в 23-м году. Мы дали концерт в столице Бразилии, в городе Бразилия. И для меня это было просто какое-то невероятное чувство, потому что, во-первых, встретить казахстанцев в Бразилии, потому что это сотрудники посольства Казахстана в Бразилии. То есть понятно, что они там очень скучают по родным людям. Петь, во-первых, знаете, какая была картина? То есть это зал, он был наполнен сотрудники посольства Казахстана в Бразилии, международное сообщество, то есть дипломатические сотрудники из других разных посольств, ну и, конечно же, бразильцы. Для меня это был, конечно, такое немножко испытание. Во-первых, то, что петь боссанову на португальском языке, в той стране, откуда она родом, для этих людей, ну, то есть всегда такой момент ответственности. Большое удовольствие петь для казахстанцев наши казахские народные песни. А честь и ответственность вообще представлять страну, потому что я понимаю, что сейчас все эти люди в зале, они смотрят на меня и понимают, что вот Полина — это Казахстан. И я исполняла казахские народные песни. И был такой момент, когда я пела песню «Сулукас», и там был такой момент интерактива, я просила их тоже петь. И в момент исполнения это было потрясающее чувство, я думаю: класс, бразильцы поют казахские народные песни, вот прямо сейчас. Это большая честь, ответственность и бесконечная радость. Просто иметь возможность рассказывать, транслировать, показывать. Но еще в моем случае я же все-таки славянского происхождения, да. Насколько мне известно, у меня нет казахской крови, но все-таки, да, я как бы целиком и полностью родилась и выросла в Казахстане. И это интересно, потому что у людей мало знакомых с Казахстаном. Это создает такой немножко когнитивный диссонанс, потому что они видят меня, человека с европейской внешностью, говорят: а вы откуда? Я говорю: из Казахстана. Они говорят: а вы откуда приехали? Я говорю: я ниоткуда не приехала, я родилась и выросла в Казахстане. Ну, это очень интересно и ценно. В 2021 году мы представляли Казахстан на фестивале Шарджа Heritage. Это отдельный повод для гордости, для меня, скажу честно, потому что я независимый артист, то есть человек, который не работает в государственной концертной организации. И получить приглашение на этот фестиваль, представлять Казахстан, для меня было отдельным поводом для радости и гордости. Это фестиваль, который представляет арабскую традиционную культуру, и они всегда приглашают представителей других стран. И это такой, получается, праздник традиционных культур. Мы именно исполняли программу казахских народных песен, поиска себя вообще в жизни, кто я, откуда я, почему. И всегда это что-то современное, что-то традиционное, да, что-то казахское, что-то русское. И все в каком-то таком миксе. Полина ханым, что могу о ней рассказать? Такая очень светлая девушка.
Смотришь в ее глаза и видишь ее добрую такую душу. Мы с ней познакомились в Инстаграме. Как творческие люди, заметили друг друга, подписались друг на друга. И какое-то время просто мониторили как-то друг друга. То есть летом у меня стрельнула рубрика «Голоса улицы». Это вот когда я на улице беру прохожих людей или приглашаю вокалистов, и мы на улице записываем какие-то каверы, да. И, видимо, это как-то заинтересовало Полину. Она мне написала, сказала: давай с тобой также заснимем такую рубрику, очень интересно сделаем. Я всегда за такие движения. И я такой: давай сегодня, потому что я на следующей неделе улетал. Ее забрали по пабликам, в общем, прям такая шумиха была возле этого ролика, и все восхищались ее голосом, и это неудивительно. Бір ауылдың түлеп ұшқан жастағар едік, бір-бірдің мөлдіреген аспаған едік, бәріміз де жазылмаған дастан едік, армандастар құрдастар. Я ей сразу сказал, если вот этот ролик не стрельнет, значит, у меня нет блогерской чуйки, значит, она у меня есть. Она в итоге больше 1 миллиона просмотров в Инстаграме набрала, под 1 миллион просмотров в ТикТоке. Она по пабликам разошлась, там где-то больше 10 пабликов разных СМИ публиковала этот рилс, получается. Вот. И мы еще решили повторить этот же успех и записали песню уже Жандосом, где я уже подключился, сделал такую лоу-фай версию. Набросал бит, ей понравилось, она записала свой вокал и гитару. И мы также быстро-быстро в спешке, это было за 2 дня или за день даже до улета, получается, мы записали этот трек, мы, получается, записали эту аранжировку, запись и это сняли на видео. И я после переезда в Алматы здесь это свел, смонтировал, выложили, и она тоже набрала тоже под 1 миллион просмотров. Там репостов было больше, чем у Армандо Стар. Там около 30 тысяч почти репостов было в Инстаграме. Просто это задело душу. Она своим голосом задевает душу взрослого поколения, у которых эти песни, это были юношеские песни, понимаете? Они вспоминают свою молодость. Там было очень много комментариев, когда говорили: я плачу, спасибо вам, вы напомнили мне мое детство, мою молодость, мои юношеские года, да, и это отзывается, да, в душе у людей. Полина очень амбициозный, очень перспективный артист. Я считаю, у нее большое будущее. Если она продолжит в таком же духе, она может стать очень таким, знаете, народным артистом. Потому что действительно, как она исполняет свои песни, как она душевно берет вот эти высокие ноты, такая нежная подача, и еще и игра на гитаре, это добавляет плюс 100 к душевности. Это формула, которая работает, и у нее огромное будущее. Дай Бог, чтобы она не останавливалась. И если она не остановится, то я считаю, что она добьется очень больших высот. Очень рад знакомству с Полиной Ханам. Очень ценю нашу дружбу. И ждите от нас еще работы. Мы не остановимся, мы будем дальше творить. Мне кажется, мои взгляды на межэтнические отношения совершенно очевидны и совершенно читаются через мое творчество. Потому что мне кажется, человек, который соединяет в себе все. И мне даже, знаете, иногда даже... Я, естественно, часто сталкиваюсь с этим вопросом. Кто вы по национальности? В русском языке у нас же есть национальность, мы воспринимаем как этническое происхождение. А если мы, допустим, берем английский язык, то для них nationality — это гражданство, это паспорт той страны, которая у тебя есть. И поскольку я достаточно много взаимодействую, да, и на английском языке, и у меня такое ощущение, что сдвиг произошел. И вообще, если честно, мне нравится вот это восприятие понятия национальности не как этническое происхождение, а как гражданство, как твоего паспорта.
Потому что, когда меня спрашивают, а кто вы по национальности, я так немножко замираю, потому что паспорт у меня казахстанский. По этническому происхождению, если вас интересует там, моя генетика, то я вроде бы как русская. Но и даже с вот этим вот понятием «русская», это насколько мне известно. А ведь жизнь и история, она же ведь полна очень разных моментов, и кто же знает, что там на самом деле. Поэтому мне всегда хочется сказать людям, я гражданин планеты Земля, я родом с планеты Земля, а все остальное это уже как бы я человек, а все остальное это уже гораздо мельче, гораздо, мне кажется, это то, что разделяет, когда мы говорим. Мы же, понимаете, мы же как люди, нам все время хочется навешать ярлыки. Ты кто, да? Ты там, взрослый или ребенок? Ты мужчина или женщина? Ты немец или ты поляк? Кто ты? Потому что если ты говоришь, я украинец или там я татарин, то сразу же у человека выстраиваются в голове такие набор каких-то стереотипов, кто ты и про что ты. И я не знаю, я какая-то вот такая. Я русская девушка родом из Казахстана, которая родилась и выросла в Астане. И это включает в себя какое-то огромное количество нюансов. Я, не знаю, обожаю конину и баурсаки и все в этом роде. И мне кажется, это сложно передать каким-то одним стереотипным словом. Мне хочется, чтобы каждый человек занимался тем, что он действительно любит, чтобы... Потому что, мне кажется, это принципиально меняет жизнь, когда ты делаешь что-то и получаешь от этого искреннее удовольствие. Мы ведь все разные, да? Вот. Я люблю играть на гитаре. Кто-то любит готовить что-то вкусное. Кто-то любит сидеть за компьютером, программировать. Мы все очень разные. И мне кажется, если каждый человек будет стараться максимально устроить свою жизнь так, чтобы в ней было больше любви к тому, что ты делаешь, мы будем жить принципиально в другом мире, принципиально в другой стране, принципиально на другой планете мы будем жить, если каждый твой день будет наполнен вот искренней какой-то страстью к твоей работе. Понятно, это может звучать немножко пафосно, немножко наивно. Понятно, что работа – это работа. Она не может быть наполнена на 100%, там, не знаю, розовыми бабочками, да, там, единорогами и все такое. Но корневой вот этот стержень, он должен быть. И поэтому, если он будет, то тогда любые какие-то невзгоды, неприятности, они будут переживаться легче, и с ними будет справляться нам гораздо легче. Хочется, чтобы все у нас было хорошо в Казахстане, не знаю, на планете. Зачем эти сложности? Зачем усложнять жизнь самим себе? Надо наслаждаться, и пока мы здесь.